Здравствуйте, это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Одна из больших и важных задач, которая сегодня стоит перед нашей республикой и всей страной, это объединение общества. В это непростое время мы должны быть едины, вставать на защиту Родины, помогать тем, кто встает на ее защиту, трудиться во благо развития наших родных городов и сел. И в этом деле одну из ключевых ролей играют, конечно, общественники. Те люди, которые по зову сердца хотят вносить вклад свой личный в развитие, в помощь, стремятся сделать жизнь людей более комфортной. Общероссийскому народному фронту исполняется ровно 10 лет 12 июня. И сегодня у меня в гостях представители ОНФ Якутии. Это председатель Валерий Лютый и сопредседатель Дмитрий Паньков. Ну вот и мы поговорим о работе Общероссийского народного фронта. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Ну давайте начнем с того, что такое ОНФ, да, и какое он место сейчас занимает в политической системе нашей страны, потому что там что-то менялось, у нас много разных общественных объединений. Вот что сейчас с собой представляет ОНФ? Ну, наверное, правильно сказать, что в первую очередь это общественная организация. Общественная организация, которая объединяет людей, общественников, простых граждан, но которые хотят и научились добиваться результата. Результата в любых областях. Мы опираемся на работу не только общественников, но и экспертов в любой работе, потому что есть такие задачи, такие вопросы, где нужны грамотная экспертная оценка. И вот это наша общественная организация, всероссийская, подчеркиваю, общественная организация, главная задача Народного фронта, я думаю и уверен, это помочь людям добиться справедливости. Вот есть запрос в обществе на справедливость. Вот мы стараемся помочь людям в каких-то областях, где они уже обращались в разные инстанции и как бы не нашли поддержку, помощи. Вот в таких вопросах в основном. Ну да, и все-таки стоит сказать, наверное, что раз вопрос стоит о том, что в политической системе страны, да, все же Народный фронт, конечно, имеет место быть, так как ведется мониторинг именно работы органов исполнительной власти. И нужно не забывать, вот правильно Валерий Алексеевич сказал о том, что это же самые активные такие граждане. И действительно Народный фронт дает возможность некоего лифта. То есть те люди, которые особенно активны и им становится интересна политическая жизнь страны, они, конечно же, могут и попробовать свои силы где-то уже в политике, да? То есть у нас же немало и примеров, и в штабе Народного фронта есть депутаты действующие, и Илтумен, да, Госсобрание. Поэтому свою особую роль именно вот даже, наверное, больше в кадровой политике все-таки играет Народный фронт, да. Ну и еще заострю внимание, что Народный фронт – это общественная организация, это не партия, да. И состоит она без партийных людей в основном, но есть у нас и представители различных партий. Да, это абсолютно открытая для всех желающих организация. А какой вот у нее статус? Вы сказали, что люди добиваются справедливости, те вопросы, которые никто не может решить там годами, да? Да. Вот. Как получается, что Народному фронту удается их решать? Ну, то есть я знаю, что это было... А тут зависит от людей. Вы знаете, вот иногда и один в поле воин, а мы подбираем людей. Это люди, которые в одиночку, но уже что-то смогли сделать. Я хочу привести пример. Вот Народный фронт – это же не только Лютый и Паньков. Это состоит из разных людей. У нас Алена Атласова, онкоцентр, подписи собирала, движение такое большое было. У нас тот же Жандоров Антон. У нас много-много людей. Котенко Ирина, предприниматели. У нас много людей. Тот же Олег у нас. Баклашов, Лаптев, Алексей. Да можно многих-многих перечислять. Это люди, которые зарекомендовали себя. Они конкретно занимаются в каких-то областях и имеют результат. Одно открытие таких, можно называть много вещей, но, знаете, эти ребята, наши активисты добились открытия улицы Кирова. Говорили, это нельзя сделать, это невозможно. Но видите, у нас получилось строить онкоцентр, мы добивались и добились строительства моста для многодетных в поселке, в микрорайоне Северный. И там много можно перечислять, результаты есть. И это главное, что эти люди
в одиночку, а вместе мы вообще сила. Но и еще надо быть объективным, что именно эту организацию мы считаем так себя, я считаю так себя, командой президента страны. Так как возглавляет Народный фронт, общественную эту организацию, Владимир Владимирович Путин. Ответственность очень большая на нас лежит. И именно, хотя рычагов у нас, как и у всех, такие же рычаги, как общественная любая организация, у нас больше нет рычагов. Но, еще раз говорю, все зависит от людей. Не, ну, конечно, стоит сказать, что у нас и в уставе, да, прописано, что лидером является президент страны. И, естественно, основные задачи, которые сейчас исполняет Народный фронт, это в первую очередь мониторинг исполнения указов президента. И это национальные проекты в первую очередь. Мониторинг исполнения национальных проектов на местах. Народный фронт дает реальную картину в регионах, то есть у нас есть официальные данные от органов власти и общественные данные от Народного фронта. Вот такая функция у нас и исходит от Народного фронта. Один из первых громких проектов это был как раз вот проект по дорогам, да, как Народный фронт мониторил качество безопасной, качественной дороги. Мы продолжаем бороться с этими вопросами. Это у нас особенно острым, скажем, в городе Якутске этот вопрос стоит. Мы продолжаем, наши активисты продолжают. Но я хочу подчеркнуть, что именно Народному фронту дает поручение по некоторым вопросам наш глава страны, президент страны, мониторить ветхоаварийное жилье, чтобы жилье, именно программа выполнялась, вовремя переселялись люди, чтобы качественное жилье строилось. И вот мы, как можем, опираясь на наших активистов, а еще раз говорю, это простые люди, кто где-то работает каждый, да, но свободное время, он отдается свое время тому, чтобы помогать другим людям. И смысл в том, чтобы именно давать картинку реальную, вот как вы сказали, да? Объективность. Очень важно. Объективная оценка. И не просто сравнить отчеты чиновников с тем, что на самом только деле... от критики, а именно, кроме критики, предлагать решение вопроса. Предложения мы, соответственно, собираем со всех обратившихся граждан, вообще со всех инициативных граждан. То есть любой может нести свое общественное предложение, которое в дальнейшем будет сформировано на штабе Народного фронта и переданы президенту Российской Федерации. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моим гостям можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И помимо того, что много очень общественных организаций, вот тут, у меня тут были общественная палата, например, да, я долго пыталась понять, в чем отличие. Народный фронт – это открытая организация, да? То есть я правильно понимаю, что каждый может прийти и вступить? Да, безусловно. То есть там не нужно рекомендаций никаких? Это формальное вступление. Нам важно понять, человек что хочет, за что или что он добивается. Это идет в рамках ли нашего курса именно на благо людей, на благо страны. Если это вопросы эти именно такие, то мы говорим, так, мы вам даем помощь, выступаете в такую-то группу, там такие же люди, они как раз занимаются экологией, они занимаются тем вопросом, к которым вы пришли. И уже человек чувствует, что он не один, а в команде. А вот помимо исполнения указов президента, помимо исполнения нацпроектов, мониторинга за исполнением, какие еще задачи стоят перед Народным фронтом? Да, в принципе, мы работаем по всем обращениям граждан, мы реагируем максимально быстро на всю ту несправедливость, особенно именно ставится вопрос о справедливости, да? Вот если человек столкнулся с какой-то хамским отношением от органов власти, если неисполнение закона, да, неисполнение законодательства. Валерий Алексеевич у нас за остановку, да, боролся, не предусмотрели проектом, хотя мы все понимаем, и граждане это понимают, о том, что это, во-первых, опасно для жизни и здоровья людей, потому что идти такие расстояния в наши суровые климатические условия, это довольно-таки опасно. И, во-вторых, люди понимали, что в течение 20 лет у них эта остановка была, и тут ее не стало. Естественно, это несправедливо же. То есть здесь выступил, опять же, Народный фронт, и здесь по таким обращениям, действительно, варьируется в больших таких
сказать, расстояниях, то есть ну, не предугадаешь, в каком направлении тебе нужно работать. Будь то экологическое нарушение, тоже выезжает Народный фронт, тоже отрабатываем. У нас в Народном фронте есть же школа общественных экологов-инспекторов, да? То есть мы готовим общественных инспекторов-экологов. То есть проходят люди дистанционное обучение, затем сдают такого рода экзамен электронный, после чего в Министерстве экологии и природопользования республики получают удостоверение общественного инспектора-эколога. Чтобы не сложилось впечатление, что, Дмитрий правильно сказал, мы занимаемся различными вопросами, какие обращения к нам поступают. Но чтобы не сложилось впечатление, что мы все такие все знайки, и разбираемся и в образовании, и в науке, и в медицине, и в здравоохранении и так далее. Нет, конечно же. У нас в штабе специально подбирается штаб, чтобы там были опытные, и наши члены штаба являются опытными в различных областях экспертами. Да. Это врачи по медицине, это по образованию, это учителя Педагоги. и так далее, и так далее. То есть мы опираемся еще больше, привлекаем экспертов, где вопрос сложный. Именно на основе экспертной оценки и принимаются предложения, как решить тот или другой вопрос. Но я дополню это, Дмитрия, мы сейчас большое внимание уделяем, конечно же, помощи СВО, как вся страна. И мы вернемся к этому вопросу. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. 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 Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Меня зовут Захарова Ольга Сергеевна. Мы жильцы Байкалова, 25/2. Алло. Да-да-да. В чем вопрос? Вот, мы живем на Байкалова, 25/2. Вопрос задавайте. Мы услышали адрес. Вопрос такой. Так, наш вопрос такой. Мы тонем уже очень давно, с 96-го года. Боремся за все сами. Вот, и хотелось бы узнать, у нас было нынче собрание, нам предложили маневренное жилье, то предлагают нам звездный. Мы не хотели бы такого жилья, нам оно не нужно, нам нужны обычные хорошие квартиры. И очень бы хотелось узнать, когда нас расселят в нормальное жилье. Спасибо большое. Ну, там, может быть, часть вопроса я не слышал. Во-первых, этот дом, разрешите, я отвечу, мне знаком. Я им уже не раз там бывал. И вопрос действительно очень стоит остро. Люди просто живут почти по колено в воде. Вот. И тут надо отдать должное, что сейчас у нас новый глава округа. Вот, у нас хорошо реагирует, ну хорошо в том смысле, что чем может помогает откачкой воды и так далее. Но сейчас вопрос, действительно это собрание было, я в курсе, я был на этом собрании, и то, что предлагается сейчас маневренный фонд, конечно, людей настораживает. Настораживает в каком плане, что в этом маневренном фонде там могут остаться на десятилетия. Это же не секрет, у нас такие моменты были. Поэтому никаких вот гарантий, то, что там люди не останутся и не получат новое жилье, их нет. Поэтому я думаю, что вопрос нужно подходить сейчас срочно. Там по-другому вопрос не решить, потому что пойдут дожди, опять будут затапливать именно этот дом. И мы будем настаивать, мы, Народный фронт, будем настаивать на расселении людей. Ну и, конечно же, не маневренный фонд, а нормальное качественное жилье. Ну вот я услышала, что предлагают им звездные, они в звездные не хотят, хотят нормальное жилье. Я не знаю, чем, вы знаете, там нужен индивидуальный подход. Там же живут на этом первом этаже затапливаемом живут семьи с детьми. Вот я знаю, что там беременная женщина. Вот все эти вопросы такие, потому что в первую очередь приходят к нам. Вот как беда, как правило, приходит к нам, Народный фронт. И, конечно, мы стараемся вникнуть. И тут самое главное, чтобы было чувство людей справедливости. Решался вопрос справедливо. Справедливо, мне кажется, дом раньше расселить, потому что он стоит в расселении. Конечно, он аварийный дом. И это отличная программа.
очень хорошая программа. Она позволяет расселить дома, которые бы люди бы там не выехали никогда бы из этих домов. Но некоторые дома, я думаю, надо расселить немножко быстрее, потому что там жить просто физически невозможно. Ну, теперь вернемся, значит, к вопросу, перед звонком это был вопрос о как раз помощи участникам СВО, помощи семьям мобилизованных. Я знаю, что вы вот самое активное участие принимаете, и там бывали не раз, да, отвозили сами. Вот расскажите подробнее, как там. Ну, вы в самом начале правильно работа? сказали, что сейчас вот очень важна сплачиваемость нашего общества, нашей страны. Непростые времена мы переживаем, и это все об этом говорят. Но Народный фронт, как и вся страна, как и многие общественные организации, как и общественные палаты, все помогают сейчас нашим ребятам на СВО. Вот. Но, может быть, Народный фронт больше систематично это делает и в больших масштабах. Ну, со слов не моих, а президента страны, Народный фронт собрал более 6 миллиардов. И это не деньги каких-то миллионеров, это деньги простых граждан, которые приходят, перечисляют. Ну и, конечно же, большое количество людей передают какие-то вещи непосредственные, начиная от автомашин, которых вот мы отправляем, повышенной проходимости, квадрокоптеров, тепловизоров и других. Ну и просто даже, когда те же боевые бабушки, боевые шелкопряды там делают сети, свечи, в Нерюнгри большое спасибо хочу передать, большое спасибо боевому братству Тищенко, который уже 3 хода, и вот Виктор Тищенко сделал. И я многих могу сейчас, я лучше скажу всем большое спасибо сразу, потому что кто помогает, потому что действительно наша задача Народного фронта это организовать и доставить именно по адресу, то есть из рук в руки. У нас сейчас такая практика сложилась, что мы не куда-то там дедушки на деревне, а едут наши представители, наши активисты и передают эти вещи из рук в руки бойцу, которому это предназначается. Да, ну а я хотел бы дополнить о том, что у нас буквально 2 января были даны поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, чтобы все органы власти федеральных, федеральные субъектов Российской Федерации и местные органы власти оказывали максимальную поддержку Народному фронту в работе с семьями СВО. И действительно мы эту работу ведем фактически ежедневно. С чем связана работа? Ну, большое количество было бытовых вопросов. Мужчины уехали на фронт, у некоторых семей и мужа, и сына забрали, да, по мобилизации, то есть уехали. Поэтому женщины остались одни, действительно нужна была максимальная поддержка, мужская рука, где-то по бытовым вопросам что-то переставить, мебель перенести. Были прям обращения по электрике, да? Были обращения, там септик прохудился, замерз Просто септик. снег вывести. Снег вывести. Было Сколько мы снега вывезли, да, действительно год выдался такой сложный. Снег вывозили, прям собирали активистов Народного фронта. В принципе, соседи помогали, да? Учащиеся школ приходили, то есть это было огромный пласт работы на самом деле. И не надо забывать о том, что у нас довольно-таки обширный спектр льгот для семей СВО, для участников СВО есть. И не все льготы по тем или иным причинам вовремя могут ими воспользоваться. Выплаты у нас тоже, да, были проблемы с выплатами. Где-то справки не хватает, где-то человеческий фактор сработал. То есть вот в этом всем, конечно, нужно разбираться. Мы разбираемся и стараемся максимальную поддержку, конечно же, дать. То есть в целом меры помощи со стороны государства, со стороны республики у нас тоже отдельный, да, комплекс мер. То есть в целом меры закрывают потребности, но вы следите, чтобы они доходили адресно, да? Ну, скажем так, у нас еще не закрытых вопросов много. Например, такие вопросы, как сейчас остаются. Мы привозим помощь, где много наших земляков.
помощь. Еще раз мы должны отметить, что это не подмена работы там, Министерства обороны, государства. Республика у нас передовая в этом вопросе по помощи. Да. Это больше про консолидацию общества, когда диаспоры все участвуют, каждый приносит носочки бабушка, там это вот сплочение общества, это про это больше. Ну и, конечно же, когда привозим квадрокоптеры, там качественные тепловизоры, ребята или те же УАЗы мы сейчас передали, это здорово, это здорово. Но я должен отметить, вот правильно Дмитрий сказал, не только там нужно сейчас помогать, особенно сейчас внимательным должны быть к семьям. К семьям мобилизованным, которые там находятся. И вот я в своей работе часто обращаюсь вот к «Единой России», к партии, говорю, вот помогите. И большое спасибо сейчас Григорьевой Антонине Афанасьевне. Вот закон для ветеранов, освободить ветеранов. Про «Единая Россия» приняла, она и была одним из инициаторов от транспортного налога. Сахамин Миланович, вообще мы поддержали этот законопроект, который поможет сейчас ребятам, охота, рыбалка, казалось бы, пустяк. Да нет, это все поддержка, моральная поддержка ветеранов, которые возвращаются. Ну, конечно же, мы их встречаем, провожаем торжественно, мы участвуем, вот лично знаем. Я как ветеран боевых действий, просто меня это близко. И я часто очень встречаюсь с нашими, те, которые ребята возвращаются в отпуск и так далее. И первое, они приходят, мне надо, вот сейчас мама позвонила одного, мне надо сыну бинокль, то-то, 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 наушники. Все, мы записали. Сейчас мы в течение 2 недель должны отработать, чтобы парень уехал отсюда уже с тем, что ему нужно, необходимо. Вот каждый должен на своем месте, обязательно должен делать. А у кого нету такой организационного момента, приглашаю в Народный фронт, предприятия, организации. Если у вас есть автомобили, которые неисправные, но они в хорошем состоянии, но неисправные, или там вы ими не так пользуетесь, не сильно вам необходимы, передавайте, наши активисты их будут, отремонтируют, сделают так, что они будут как новенькие, и передадут нашим бойцам на передовую. Я знаю, что у многих организаций такие автомобили есть. Обращайтесь в Народный фронт, мы совместно с вами это сделаем. Хорошее дело. Вот вы когда перечисляли, какая у вас большая команда, какие люди из разных сфер, вот я так понимаю, что основа все-таки это предприниматели, наверное, как самые активные люди, или нет? Или у меня просто такое ощущение? Нет, нет. Вы знаете, вот по остановке Дмитрий привел пример, а там я бы ничего не сделал без активных граждан Заложного района. Там Борис, Галина, не буду, я не имею права фамилии их называть. Но это люди, которые дошли до прокуратуры, до суда. Моя задача была им помочь, прийти туда с ними, поддержать их, тоже выступить за интересы этих людей. И так мы всегда делаем. Только поддерживая. И иногда нам приходится и одним воевать. Но чаще всего мы вместе с какими-то теми людьми, которые добиваются справедливости, знают, как это, но им нужна только помощь. Вот тут мы совместно, и это наш актив. Это, потому что штаб у нас только 30 человек, а сотни людей – это простые граждане, которые приходят и вместе с нами добиваются справедливости. И у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Алло. Добрый вечер вам. Здравствуйте. Я по поводу Байкалова тоже за счет лотков. Никто ничего не делал. За это Байкалов у нас получилось, чтобы все лотки забиты были. И все Байкалова 25/2 все затопило. А за счет этого лотков кто будет отвечать? Дорожники или кто? Куда нам обращаться? Можно тоже. Просто конечно. Я в это, немножко, как говорится, этим как раз занимаюсь. А действительно, очень острый вопрос, просто он немножко не так поставлен, но вопрос очень правильный. В том смысле, что у нас не только в Заложном районе, но и в городе многие водоотводные, там даже где есть, а мной везде, не везде они есть, водоотводные каналы, это не лотки, это каналы должны быть, водоотводные система, она не работает как должно. Она работает только частично, а кое-где затрудняюсь даже, их уже и нету. Вот в Заложном районе у нас вот эта проблема остро стоит. Я этим вопросом
этим сейчас плотно занимаюсь, потому что мы сейчас разрабатываем схему, и я знаю, что в администрации города этим озабочены, как и глава округа, как я встречался с главой города по этому вопросу, и заложены, уже выделяются деньги, чтобы обустроить лотки, как мы выражаемся, лотки на самом деле водоотводной канал, сделать его рабочим, и потому весь Залог должен освобождаться от воды вовремя, то есть своевременно, и тогда у нас будет меньше подтоплений. Но кроме того, еще давайте честно скажем, у нас там намечается и уже начался процесс застройки этого района, и там, где отсыпаются, конечно, новостройки, то начинается топить и затопление, подтопление не только дорог, но и частного сектора. Этот вопрос, мы думаем, будем решать вместе. Мы вместе с жителями будем поднимать и решать эти вопросы. Город об этом знает, город принимает меры, и это вот меня, как говорится, оптимистический настрой есть, что этот вопрос будет решен. Ну, Валерий Алексеевич, я так понимаю, держит на как и с контроле. остановкой, потому что прокуратура, суды выиграны, администрация поддержала города нас с остановкой, остановка будет восстановлена в Байкале. Ну, вот, Валерий Алексеевич Ну держит и на контроле. весна — это время субботников традиционное, да, и вот в откачку воды, я знаю, вы там включались тоже активно, Народный фронт, вот на территории Гагаринского округа. Почему, кстати, Гагаринского? Просто обращения оттуда были? Или... Ну, в Гагаринском округе активно, да, мы принимали участие. Я лично принимал участие как житель Гагаринского округа. Я не мог не отозваться на вот этот коллективные субботники. У нас же по стране проходил всероссийский субботник в мае месяце. И к Дню Победы люди выходили убирать свои дворы. И так получилось, что вот на территории только Гагаринского округа мы провели уже 3 больших массовых субботника на территории многоквартирных жилых домов. По сути, мы таких 3 крупных микрорайона захватили. Вот. И, конечно же, это вот сплоченность людей в первую очередь говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Но я добавлю только одно, чтобы не сложилось впечатление, что только Гагаринский округ. Ну да, вообще, это не только Дмитрий Гагаринский. знает, мы принимаем все обращения и едем туда, где особенно тяжело. В этом году особенно тяжело было, скажу, это самой низкой точки города в Заложном районе, в Залоге, вот как мы его называем. Ну вот откуда было 2 звонка Да, у нас? оттуда и были звонки. Проблема острая там стоит, я там нахожусь, но мы уходим еще раз критиканство и критиковать. Предлагай и делай. Хочешь изменить что-то, возьми за рукава, одень сапоги и делай, и помогай. И мы сейчас отлично работаем сейчас и с управой округа, и с главой округа Заложного района, автодорожный, точнее, правильно сказать, где они не успевают, мы выезжаем и там откачиваем воду или чистим канал, и нам жители помогли. Вот один Михаил, я его назвал Архангел Михаил, фамилии тоже не имею права сказать. Это человек, который сам чистил 2 дня канал, и мне подсказали, я туда пришел, увидел, что он чистит канал, и он мне подсказал, что там на выходе плита опустилась и перекрыла канал, и из залога не уходила вода. Управа сразу отреагировала, краном подняли плиту, и вовремя вода, основная вода, масса ушла. Вот такие вещи, вы знаете, взаимодействие. То есть, и вот Народный фронт сейчас, мы, говорится, будем, конечно, указывать на недостатки, на эти ямы, на эти лужи, будем. Но кроме критики мы должны помогать и действовать. Созидать. Взаимодействие Я это здесь главное. хочу еще добавить, что мы, в принципе-то, взаимодействовали вот сейчас в такой сложный период, который был, да, вот, что скрывать, город топило. И консолидировались же все, вышли, многие волонтерские организации выходили. Молодая гвардия «Единой России» активно включалась в откачку в Гагаринском округе, в Залоге, насколько знаю, тоже ребята были. Руслан Михайлович Платонов у нас вообще 3 недели с частного сектора Гагаринского округа не выходил. Это руководитель партии, не партии, а исполкома «Единой России», да? И жители сами тоже выходили. И вот эта вот консолидация, она на самом деле происходила. Хотелось бы, конечно, чтобы люди больше отзывались, да. Понятно, что критики было много в адрес городских властей. Действительно были недоработки, где-то упущения, где-то вовремя не вывозился снег. Но на самом деле мы все же, большинство вышло
помогать. Мы убирались в детских садах, убирали снег, чтобы быстрее ребятишки могли на площадках гулять. Мы убирали в школах, чтобы ученики спокойно могли доходить на учебу. То есть и действительно, правильно Валерий Алексеевич говорит, это не был только Гагаринский округ, это был и Строительный округ, Заложный округ, Центральный округ. Все, в принципе, округа были задействованы. Где-то дотянулись, где-то, извиняемся, если не дотянулись, да. Вступайте в ряды Народного фронта, дотянемся везде. Ну и не могу, опять же, не вернуться к дорогам, потому что это, ну, вот если мы заговорили про город, про проблемы города, конечно, вот этот масштабный ремонт дорог, то есть мы должны, конечно, горожане должны потерпеть, должны вроде бы радоваться, но вот насколько вы следите за тем, как качественно идет ремонт? Тоже одна из сложных тем, сложных, проблемных. С одной стороны, мы очень рады, действительно город преобразовывается, эти ремонты дорог, работы большие ведутся. Но очень огорчает, когда где уже сделан ремонт, а потом он некачественный, плитки, разрушается тротуар, разрушается дорога. У нас основная беда, мы ее четко вычислили. Это благодаря людям, которые люди все видят, они живут в этом городе, они все обращают внимание. И это, как говорится, эксперты тоже подтвердили. Основная проблема – это у нас нету водоотвода, хорошего водоотвода. Дороги, где новая строится дорога, была там лужа, дорога новая, как у нас была, да, мы вам указали, а лужа старая. И что лужа делает? Лужа любую трещину превращает в большую выбоину, а потом и яму. То есть дорога разрушается. Очень обидно. Поэтому нужно при приемке до работ, мы будем сейчас настаивать, чтобы или нас туда ввели, как общественников, чтобы мы какой-то тоже контроль влияния. Не подписывать мы не имеем права, но хотя бы мы указывали, мы так и делали, и на проспекте Ленина мы там замечания делали, и Минтранс нас слушает, Минтранс нас приглашает даже на совещание, это уже радует. Пошло взаимодействие такое, что не вы не враги мы, а мы как бы союзники должны. Мы должны подчеркивать, услышали, увидели, подсказали, а те быстро услышали нас и исправили. Вот так должно работать у нас взаимодействие власти и общественников, на мой взгляд. Ну и, конечно же, я должен тоже подтвердить, Дмитрий, у меня тоже проблемы бывают. Некоторые нерадивные чиновники не реагируют просто или делают отписки нам. У нас какие два метода. Обращение прокуратуры, второй, я иду в Народный фронт, идет и взаимодействует с Единой Россией. К Руслану Михайловичу Платонову, исполком Единой России, и они помогают. Бывает и наоборот, они к нам обращаются. Вот такое взаимодействие. Ну, я не в обиду другим партиям. Больше всего, конечно, нам помогает сейчас Единая Россия в нашей работе. А как вы взаимодействуете как-то с Народным фронтом из других регионов? Как это происходит? Нет, безусловно. Дальний Восток, там... Сейчас в рамках, когда ведется СВО, у нас очень выросла активность по взаимодействию, потому что госпитали у нас находятся в разных регионах. Солдаты раненые находятся там, и где-то нужна даже оперативная помощь волонтеров, справку какую-то получить. Где-то военнослужащий оказался без документов. Естественно, куда мы позвоним? В региональное отделение, допустим, Иркутской, да, области. Позвонили, нам там вообще незамедлительно сразу же ребята говорят: да, сейчас все сделаем, сейчас съездим. Я вот как раз-таки съездил и в Свердловскую область, да, мы договорились о взаимодействии. И, кстати, пришлось обратиться, и помогли ребята. Вот нужна была справка с полиции, были утеряны документы. В Иркутской области мы ездили и там даже взаимодействовали, помогали отцу мобилизованного доставкой воды. То есть у меня была коротенькая командировка, но успели помочь и отцу, и при этом договорились также по взаимодействию с семьями. Ну что ж, у нас время, к сожалению, подошло уже к концу. Спасибо вам за живую интересную беседу. Вам спасибо, Ирина, за приглашение. Мы будем рады всегда. Ну, еще раз, да, большое спасибо. И хочу обратиться ко всем. Действительно, сейчас предприятия, предприниматели, если у вас есть желание как-то помочь нашим бойцам на передовой, у нас есть уже отработанная схема, логистика работы, как помогать. И мы рады будем с вами взаимодействовать. Приходите
к нам Народный фронт на Курашова 24, кабинет 502. Будем вместе работать. Все для победы. Все для победы. Ну что ж, вам успехов в вашей работе и всем, кто решился служить Родине, успехов на боевом посту. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите «Якутия Лайв» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.